Да. Добрый день, уважаемые участники общественного собрания. Данное собрание мы проводим совместно с сообществом «Стоп беззаконию» и общественным организациям «Соцпроф» по Республике Саха-Якутия. Меня зовут Уваров Семен, я являюсь заместителем председателя «Соцпроф» по Республике Саха-Якутия. Ну и вот Валентина Григорьевна Сивцева, она является представителем сообщества «Стоп беззаконию». Так, перед началом нашего собрания хотелось бы вам дать вот список присутствующих, да. Вам здесь будет необходимо написать фамилия, имя, отчество и подпись. Так как у нас собрание будет протоколироваться, для этого вот необходимо нам фиксировать список присутствующих. Так, ну и пока еще мы ждем, немножко народа, да, можете вот здесь попить воды или кофе, чая. Минут еще немножко 5 подождем, наверное, да? Так. И еще, так, значит, тема у нас сегодняшнего собрания — это защита прав и свобод граждан от правового нигилизма, беспредел и ошибки правоохранительных и судебных органов нашей республики. Так, повестка нашего собрания, да, здесь мы разделили на 5 блоков. Первый блок — это выступления родственников и близких ложно обвиненных и осужденных по статьям от 132 по 135 Уголовного кодекса. Второй блок — это выступления адвокатов и общественных правозащитников. Третий блок — это здесь вот третий, четвертый блок, да, мы подготовили, значит, обращение к депутатам Государственного собрания Ултумен, чтобы внести поправки вот именно в уголовные кодексы начиная от 132 по 135 Уголовные кодексы Российской Федерации. Ну и четвертое, это мы подготовили 4 жалобы. Это жалобы касаются именно ошибок следствия, да, и судебных заседаний, рассмотренных всех дел по таким уголовным статьям. Такие жалобы пойдут, значит, президенту Российской Федерации, генеральному прокурору Российской Федерации, председателю Верховного суда Российской Федерации и значит, так, сейчас, минуточку. Так. И управлению по, значит, надзору по собственной безопасности Российской Федерации. Так. Во время выступления, значит, да, здесь волонтеры, наши помощники будут раздавать вам подписные листы. Вот, 4 подписных листа — это касается жалоб. 1 подписной лист — это обращение в Ултумен. Вот. Также вам сейчас раздадут текст обращения в Ултумен. Насчет жалобы я во время выступления на проекторе вам продемонстрирую. Ну, так как он очень длинный, там как раз рассматриваются в этой жалобе по всем делам
досконально все ошибки, которые были допущены во время следствия и во время, значит, судебного заседания. Так, итак, ну, значит, еще как вступление, да, я хочу вам объяснить, вот так. Значит, вот на слайде видите Уголовный кодекс, статья 132 называется «Насильственные действия сексуального характера». Ну и из определения, да, смотрим: мужеловство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Здесь, значит, вот выделены иные действия сексуального характера. Так, значит, 133 статья. Понуждение лица к половому сношению, мужеловству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера. Опять-таки, вот видите, да, здесь тоже она присутствует. Так, статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера. Вот, как раз таки вот под понятием «иные действия сексуального характера» следователи, да, и судьи здесь они уже, ну, то есть в самом законе, да, в Уголовном кодексе вот эти признаки, они никаким образом не прописаны. То есть к ним можно отнести даже любые прикасания. Да, например, педагог, мы знаем, тесно контактирует с учащимися, да, и без прикосновения, например, учитель физкультуры при выполнении, допустим, ребенком упражнения, там отжимания от пола, либо мостик, подстраховывает в любом случае, да. Ну и вот при, значит, поступлении жалобы вот как раз вот эти действия подпадают под иные действия сексуального характера. Вот. То есть вот получается вот такой конфуз. И вот сейчас как раз вот будут выступать родственники, близкие вот осужденных. Так. Угу. Добрый день, уважаемые участники. Вот в августе прошлого года на общем собрании общественности города Якутска прозвучало, что в данное время в нашей республике возбуждено около 200 уголовных дел по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но очевидно то, что среди вот этих осужденных и привлеченных есть и действительно те, которые вот совершили это гнусное, можно сказать, страшное преступление против половой неприкосновенности детей. Но известно и то, что в республике на сегодняшний день порочная практика сфабрикованных обвинений по данной статье совершается ради отчетности и личной выгоды. Очевидно и то, что правоохранительные органы взяли за образец некоторые элементы деструктивной западной правовой системы и сами создали пандемию педоистерии. Крайне размытая статья Уголовного кодекса по данной статье, неточные формулировки, которые могут быть трактованы произвольно, а также обвинительный уклон судов развязали силовикам руки. Из множества дел, известных мне, я остановлюсь только на вот делах, которые были возбуждены
в родном мне Вилюйском районе. Так, сотрудники следственного отдела Вилюйского района Максим Зырянов, Айтал Чириков и Александр Александров всего за 10 месяцев 2021 года возбудили 4 уголовных дела. Это вот за 4 месяца. Как будто какой-то ураган прошелся над Вилюйским улусом. Потому что до и после этого, слава Богу, таких дел не было. Так, 21 февраля 2021 года был привлечен мой родной брат, учитель-воспитатель кадетских классов Киндюнской школы Николай Григорьевич Сивцев. Его оговорили ученики. Они, как мы все знаем, они их обвиняли в угоне, они угнали автомашину и сломали, разбили его, и зато их привлекли к ответственности, и они решили сокрыть свое преступление, свое правонарушение путем оговора своего учителя. 19 августа 2021 года был со слов Пальчериса обвинен гражданин Васильев, у которого были конфликтные отношения с ней, и со стороны которой имелись имущественные притязания. А также 9 декабря 2021 года со слов супруги, которая является пациенткой психоневрологического диспансера с диагнозом шизофрения, был привлечен к уголовной ответственности учитель Томский. А через 3 дня, 11 декабря, а даже 2 дня, против жителя города Вилюйска Иванова вилюйскими следователями было возбуждено заведомо ложное уголовное дело и затем передано в суд. 13 февраля состоялся суд 23 года, и Вилюйский суд его приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Но 18 апреля Верховный суд отменил приговор Вилюйского суда и немедленно из-под стражи освободил молодого человека за неимение состава преступления. Один только этот факт наглядно показывает, что вилюйские следователи вели свои дела с явным обвинительным уклоном. Разве за то, что невиновный человек сидел в СИЗО целых 1,5 года, еще больше 1,5 лет, а также и за то, что его мама за эти 1,5 года, не переставая, плакала, не должны ли понести уголовное наказание сами вилюйские следователи Зырянов, Чириков, прокурор Масин и другие их пособники? Следователи сами прекрасно понимали, что из-за несовершенства закона по данной статье Уголовного кодекса можно предъявить бездоказательные обвинения только лишь на основе показаний детей и их законных представителей. И они ради карьерного роста, звездочек на погонах, солидных денежных вознаграждений начали натягивать сову на глобус. На очевидную фальсификацию дел показывает куча нестыковок, незаконные методы давления свидетелей, об этом мы много писали в средствах массовой информации. Но, к сожалению, вседозволенность следователей, даже если фальсификация очевидна, поддерживает вся правоохранительная вертикаль. Так, ключевым доказательством виновности учителя Сивцева послужила генотипоскопическая экспертиза, проведенная экспертом экспертно-криминалистического центра ЭКЦ Министерства внутренних дел Республики Саха-Якутия Амосова Татьяна Ариановна. Она заключила, что в одежде, на куртке, самое главное, куртке, футболке и нижнем белье учителя имеются эпителиальные клетки и сперма, произошедшие в результате смешения биологического материала Сивцева и 2 подростков. Но, несмотря на рецензию независимых судебных экспертов из Санкт-Петербурга Бергман и Панкратова, а также опровержение руководителя Амосовой, начальника ЭКЦ МВД нашей республики Яковлева, все равно Верховный суд посчитал
заключение Амосовой это допустимым доказательством. И после этого, конечно, мы получили еще рецензию начальника Рыкунова, где он тоже на 5 листах тоже описывает все его, все ее недостатки, да, существенные нарушения законодательства. Но все-таки Верховный суд, прокурором и судом было определено, что никаких противоречий, нарушений в выводах эксперта Амосовой нет. Но Верховный суд, как и Верхневилюйский суд, они отказали в вызове эксперта на суд. Наши неоднократные попытки найти правду не имели никакого успеха. Мы повсюду написали, хотя бы, чтобы они дали хоть какое-то замечание или выговор, да, своему нерадивому сотруднику, но нет, они все его выгораживают. 3 мая, например, нами был получен ответ на наше письмо заместителя начальника полиции МВД Республики Алешина. Он пишет, что никаких нарушений служебной дисциплины нет, да, в этой экспертизе. Во время следствия качество проведенной экспертизы вопроса не возникало, и она была приобщена к материалам уголовного дела. И экспертиза признана допустимым доказательством. И страшно думать, этот горе-эксперт Амосова, сколько десятков судеб она сломала своими заключениями и сколько потенциальных жертв еще предстоит перед ней. Ведь у нее есть право, одобренное, да, его правоохранительными органами, право на ошибку, а значит и на преступление. К сожалению, судьи, оказавшиеся на вершине судебной системы, боятся вынести оправдательный приговор, который может обесценить труд своих коллег по цеху, следователей, экспертов, прокуратуры, которые потратили силы и время на раскрытие преступлений в кавычках. И потому поневоле им приходится поддерживать заключения, сформулированные следствием с явным обвинительным уклоном. Мы призываем остановить судебно-правовой беспредел и прекратить уголовное преследование невинно осужденных по 132 статье Уголовного кодекса РФ за отсутствием состава преступления. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентина Григорьевна. Слово предоставляется супруге Максима Ивановича Мезникова, Сарглане Рудольфовне. Добрый день. 10 октября 2022 года судья Якутского городского суда Павел Герасимов вынес приговор по уголовному делу и признал моего мужа виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 УК РФ и статьи 132, части 4 пункта Б, и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Максим, пройдя сложный путь сироты из детского дома, все свое время, силы жизни посвятил воспитанию и защите детей, в том числе трудных подростков и детей, находящихся в сложных жизненных условиях. В 2000-х годах, когда в стране пропагандировали насилие, разврат, разобщение, некогда братских народов, попрание ценностей, на которых держалась и гордилась Великая Россия, Максим создал военно-патриотическое движение «Патриот», которое занимается воспитанием и развитием патриотического настроя и духа среди детей и молодежи, прививая любовь к родине. Это движение завоевало авторитет в обществе, школах. Максим много ездил по улусам, распространяя и делясь своим опытом, проводил открытые уроки, соревнования. Также в нескольких школах Якутска он проводил занятия кружка «Патриот». Обвинение и уголовное преследование моего мужа стало возможным из-за конфликта с руководством управления образования Якутска, а именно с начальником Семеновым Алексеем Клементьевичем и его заместителем Хлопковым Егором Афанасьевичем. Последний угрожал Максиму большими проблемами, от которых он не отмоется. Хлопков звонил руководству школы и требовал уволить Максима Ивановича. Управление настаивало заменить «Патриот» движением «Юнармия», которое чиновники активно лоббировали. Как-то в разговоре со мной Максим сказал: «Меня невозможно уволить, ведь я не алкоголик, не насильник, не маньяк, рукоприкладством не занимаюсь, дисциплину соблюдаю». Но, как видите, оказалось, можно.
Мой муж всегда был неудобным для системы человека, боролся с несправедливостью в любых его проявлениях. Как общественник и профсоюзный активист старался заботиться о детях из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В своих письмах Министерству образования Якутского управлению образования города Якутска, столичному и республиканскому руководству он просил обеспечить школьников из таких семей бесплатным проездом на городском транспорте, бесплатными путевками в летние лагеря, дать им возможность бесплатно посещать бассейн. И не только писал письма, но и добивался личного приема. А когда Максим Иванович попросил в письменном обращении главе Якутии Николаеву, Айсену Сергеевичу, оградить его от нападок управления образования, началась кампания по его выживанию с работы. Участниками этой кампании стали администрации двух школ: Мархинской, второй СОШ, и номер 30 города Якутска. К слову, директор СОШ номер 30 Санаров Дмитрий Михайлович некоторое время работал в ВХЧ в управлении образования, а после перехода к власти Семенова в 2020 году был назначен директором школы. Именно тогда в этой школе были предприняты 2 попытки, чтобы уволить моего мужа. Педагоги не гнушались тем, чтобы использовать в своих целях школьников. В первом случае план не сработал, во втором сработал наполовину. Девочки, посетившие впервые кружок Максима Ивановича, пожаловались, что он лапал их при сборке и разборке автомата. На этом основании администрация школы уволила педагога, обвинив в непристойном поведении. Тогда же Максиму позвонила мама одной девочки, которая попросила у него прощения, сказав, что ее попросили написать заявление против него. В постановлении от 30 ноября 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела к материалу говорится, что этот материал поступил от директора СОШ номер 30 города Якутска о том, что руководитель дополнительного образования кружка «Патриот» Местников трогал учениц 5 класса в области талии, бедер, живота при выполнении упражнения сборки автомата АК-103, отжимания. Изучение материалов проверки показало, что в настоящем случае отсутствует событие преступления, предусмотренного частью Б пункта 4 статьи 132 УК РФ, так как действия Максима Ивановича не попадают под признаки указанной статьи. Действия руководителя кружка не несли какой-либо криминальный характер, а лишь были направлены на соблюдение правил техники безопасности ввиду отсутствия должной физической подготовки малолетними, а также ввиду отсутствия опыта обращения с стрелковым оружием. К слову, автомат весит 4 килограмма и 300 грамм, а дети маленькие. Указанные обстоятельства достоверно подтверждаются отобранными объяснениями учителей малолетних и их родителей, а также объяснением непосредственно самого Максима Ивановича и представленными им уставами, приказами и правилами о технике безопасности. Вот такое постановление было. После восстановления на работу по решению суда на Максима Ивановича поступило заявление от родительниц Мархинской школы. Это вот сразу через неделю. Точнее, бабушка четвероклассницы заявила, что руководитель кружка дотрагивался до ее внучки. Судя по тому, что пожилая женщина позже пыталась исправить свою чудовищную ошибку и забрать заявление, она не была уверена в своей правоте или действовала по чьей-то указке. Что касается других эпизодов... Надо было подойти. Кстати, вот видео с бабушкой вышло в СМИ. Что касается других эпизодов, все они возвращены из отказного дела, и все якобы завершены во время занятий кружка в присутствии многих детей. Это во время урока. При этом ни один свидетель из учеников не подтверждает факт преступления. Невозможно, не касаясь до ребенка, помочь при сборке, разборке автомата, стрельбе по цели, поддерживать при выполнении упражнения мостик. Разве прикоснуться при этом к ученику — это преступление? Другое обвинение в том, что Максим разбудил заснувшую при просмотре фильма девочку похлапыванием по спине выше лопаток. Это что, тоже преступление? Мы были уверены в том, что следствие во всем разберется и ошибочно возбужденное дело прекратят. Но следствие задалось целью любой ценой доказать виновность моего мужа. Так, например, во время судебного разбирательства педагог обвинила следователя в психологическом и моральном давлении во время следствия, заставив ее написать нужные для обвинения показания.
Во время судебного заседания психолог той же школы рассказала, что как прокурор Винокуров лично приходил в школу и потребовал написать ходатайство на отказ от допросов несовершеннолетних в суде. Когда та отказалась, ссылаясь на отсутствие преступления со стороны педагога Мясникова, нашли другого человека, педагога. Также ко мне обратилась родительница одной девочки, которая фигурирует в деле. Она возмущена поведением сотрудников следственных органов, правоохранительных органов, которые в течение 1,5 лет несколько раз в месяц приходили к ней домой, требуя написать заявление с обвинением на моего мужа. Женщину пугали, что отберут у нее ребенка, объясняя это тем, что она отказывается защитить права своего ребенка. Я хотела, чтобы она пришла в суд, но она рассказала, что не в силах выступить против системы. Не каждый человек может на это пойти, конечно. Судебные заседания проходили в закрытом режиме, поскольку рассматривалось дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По ходатайству прокурора потерпевшие школьницы в суде не присутствовали. Адвокаты Максим заявили возражение, но суд решил, что присутствие потерпевших несовершеннолетних в суде нанесет им психологическую травму. Суд также решение принял и в отношении несовершеннолетних свидетелей. Их на суд не вызывали. Мы все надеялись на объективное, всестороннее и справедливое рассмотрение уголовного дела в суде, но Максиму не позволили защитить себя. Суд не принял ни одно ходатайство адвокатов, не дал возможности допросить родителей и детей, обвинивших человека в столь тяжком преступлении. Стоит ли лишний раз упоминать, что суд прошел однобоко с явным обвинительным уклоном. Так называемая экспертиза в первом случае не нашла никаких отклонений. Во втором случае, когда добавились эпизоды, вдруг выявила у Максима склонность к педофилии. В качестве эксперта-сексолога в деле участвовала врач со стажем 1,5 года в области сексологии. В суде она сообщила, что просто провела клиническую беседу с Максимом, специальных методик не применяла, тесты не проводила. Сексолог заявила суду, что на аномалии в его поведении указывает его навязчивое стремление работать с детьми. А именно то, что после увольнения с работы он восстановился через суд. Но это же абсурд. А суд отнесся к этому абсолютно нормально. На вопрос о том, может ли эксперт, имея 1,5 года стажа в области сексологии, фактически не применяя никаких методик и без дополнительного исследования ставить такой диагноз, врач ответила, что абсолютно компетентных людей не бывает. Такой ответ, видимо, удовлетворит судью, потому что ходатайства наших адвокатов о проведении дополнительных экспертиз были оставлены без удовлетворения. В результате невиновный человек получил клеймо на всю оставшуюся жизнь. Его честное имя попрано, а сам проведет 14 лет в тюрьме за то, что он не совершал. И все потому, что некоторым людям он был просто неугоден. От него просто избавились таким образом. Раньше я думала, что следствие и суды досконально и справедливо во всем разбираются, прежде чем принимать такое решение. Но, к сожалению, оказалось, это не так. Не секрет, что проблема ложной педофилии нарастает с каждым годом. Ведь по статье 132, часть 4 пункта Б УК РФ насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, не нужны никакие доказательства. Достаточно жалобы ребенка или заявления родителей, и все можно, ничего не расследовать, и дело раскрыто. Следователи, прокуроры и судьи запустили целый конвейер уголовных дел по половым преступлениям. Ради отчетности и карьеры они сами совершают преступления, фальсифицируя доказательства и отправляя людей в тюрьмы на огромные сроки, ломая жизни и судьбы семей. Если все это делается ради показателей в работе, целью получения званий, премий должностных лиц, правоохранительных органов, либо иных корыстных побуждений, то это просто чудовищно. И с этим что-то надо делать. Все, спасибо. Спасибо, Светлана Рудольфовна. Ну и
к случаю Максима Ивановича я тоже хочу добавить, да, так как и мы вместе работали, вот, первым, когда его уволили по аморальной статье с 30-й школы, значит, мы находились вместе, за столом работали с документом, да, ну, он ко мне пришел, значит, и в связи с тем, что у него телефон, ну, микрофон телефона плохо работал, он всегда разговаривал на громкой связи. И вот вдруг его телефон зазвонил, значит, он взял трубку, как правило, ну, как обычно, включил громкую связь, и я своими ушами слышал, да, что звонила одна из родительниц, которая заявила на Максима Ивановича, написала, ну, заявление о том, что к ее дочери применил, ну, насчет аморальных поведений Максима Ивановича. Вот, она сказала, что, ну, глубоко извинилась, попросила прощения и сказала, что ее попросили написать заявление. Я это собственными ушами слышал. Вот. Ну и она сказала, что забрала в итоге заявление, но две родители не забрали. И в итоге его уволили. Ну, все-таки он после этого восстановился через суд, да, ну, буквально через неделю опять вот его уже, значит, посадили, да, закрыли. Ну и еще случай был, когда вот велось следствие, меня вызывали в Следственный комитет в качестве свидетеля, вот, допрашивали, значит, и через день после допроса я вышел планировал выйти на одиночный пикет в поддержку Максима Ивановича перед зданием Следственного комитета республики. Ну, соответственно, я все уведомления и так далее, все уведомил администрацию города Якутска, значит, даже в том случае при одиночном пикете не обязательно уведомлять администрацию. Вот, ну, в этот момент узнала об этом Следственный комитет, и в тот день, когда я должен был, значит, стоять на пикете с 5 вечера до 6 вечера, меня вызывают в Следственный комитет. Сначала утром вызывают, уточняют у меня, значит, время пикета, о том, что я выхожу в 5, и меня вызывают в 4 вечера. После обеда вызывают, допрашивают, и после допроса меня исполняющий обязанности Следственного комитета по городу Якутску Каратаев вызывает к себе кабинет и еще, ну, со мной ведет разговор, беседу, да, он сказал мне как не протокольную, вот, и меня пытался убеждать, что Максим Иванович виновен. Вот. Ну и того я в тот день, значит, на одиночный пикет не вышел, но вышел на следующий день. Вот, на следующий день я вышел, значит, простоял 1 час. На следующий день меня буквально, ну, через несколько дней вызывают в полицию. Значит, сотрудник полиции с меня берет объяснительную, и при этом он мне говорит, что никаких нарушений с твоей стороны нету. Вы имеете полное право выйти на одиночный пикет. Все у вас, ну, ничего не нарушено. Достаточно написать просто объяснительную. Я написал объяснительную, значит, подписался. И на следующий день обратно меня Зоргет вызывает. Я пришел, значит, и он сказал прямым текстом мне, что ему поручили сделать протокол административного правонарушения. В итоге меня городской суд отштрафовал на 20 тысяч. Да? Ну, я подал апелляцию в Верховный суд, но апелляция, как естественно, была не удовлетворена. Вот. Вот о такой информации я хотел бы тоже рассказать.
Так, и следующее слово предоставляется Ксенофонтовой Сардане Егоровне. И давайте сделаем регламент выступления по 7 минут. Согласны, да? Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Ксенофонтова Сардана Егоровна. Я младшая сестра Васильева Александра Егоровича. Я хочу рассказать вам о его случае. Мирнинским районным судом Республики Саха-Якутия коллегией из трех судей в закрытом заседании от 14 ноября 2022 года было рассмотрено уголовное дело и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 12,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас мой брат находится в колонии строгого режима здесь, в Якутске, в Очищенко. Апелляционным определением Верховного суда от 1 февраля 2023 года приговор оставили без изменения. Апелляционная жалоба осужденного адвокатов осталась без удовлетворения. Мы, родные сестры, друзья, родственники и знакомые Александра, глубоко убеждены в его невиновности. Заявление написала падчерица, дочь гражданской жены, которая сразу с первых дней его с момента ненавидела. Как Александр стал жить вместе с их матерью и с ними. Она тогда еще была подростком. Наш брат мешал ей манипулировать мамой. И тогда еще хотела, можно его ложно обвинить в изнасиловании и упрятать Александра в тюрьму. Но тогда ей не удалось воплотить свой коварный план. И вот спустя 16 лет, когда наш брат построил новый частный дом, и зная, что у Александра имеется молодая любовница, Венера стала незамедлительно действовать через своих малолетних детей. Сперва заявительница за месяц до подачи заявления сообщила нам, что наш брат педофил, и тщательно подготовилась. Уехала в Якутск на обследование своих детей в город. Там она показала своих детей в частную клинике Виктори Клиник, гинекологу и психиатру. Потом подала в республиканскую прокуратуру заявление по приезду в Вилюйск всем своим родным, подругам, знакомым заявила, что у ее старшей дочери 7 лет ушибы и трещины в детственной плеве. Мы были в ужасе. Нашего брата незамедлительно задержали. Мы были в шоке, но после судмедэкспертизы выяснилось, что у девочки нет никакой трещины и ушиба в детственной плеве. Заявительница с мужем и с детьми постоянно живут в съемных квартирах. У них постоянно не хватало денег. Под предлогом, что ихними детьми некому присмотреть, она каждый раз часто приводила детей к бабушке и отчиму. Также по причине того, что ее муж запивал, она сама тоже выпивала, часто приходила ночевать в дом, в котором жили ее мама и наш брат. Этот дом по документам был ее, чтобы якобы она купила их дом, чтобы получить материнский капитал и купить машину. Во время пандемии детей почти не приводили к ним, боялись заразиться ковидом, потому что ее мама работает в администрации УЛУСа, и там она встречается с многими людьми, и еще к ним год лежал больной дедушка, который умер от ковида, поэтому она очень боялась заразиться ковидом.
Во время пандемии детей почти не приводили к ним, В это время Венера настроила своих дочерей против дедушки, стала наговаривать на дедушку, что он плохой. Однако имеется заключение Санкт-Петербургского научно-исследовательского института судебных экспертов, доктора психологических наук, доктора медицинских наук, врача судебно-медицинских экспертиз, психофизиолога, сексолога, специалиста по методике психологического анализа, магистра юриспруденции Белова Василия Георгиевича и специалиста психолога, доктора культурологии Мельниковой Аллы Алексеевны. Посмотрев 2 видеодопроса, они дали заключение, что допущено нарушение обязательных требований УПК, несоблюдение предусмотренного запрета на наводящие вопросы нарушения порядка допроса, что позволяет делать выводы о ничтожности данного доказательства. Короче, его посадили без доказательств, и я хотела бы вам еще... Вот спрашивается, где справедливость? Приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего кодекса, основан ее правилами применения уголовного закона. Убедительно просим вас помочь в защите чести и достоинства брата, восстановить его нарушенные права, свободу согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. В соответствии с Конституцией Российской Федерации нас волнует не только судьба отдельно взятого человека, но и участившиеся случаи доносов детей и жен на других мужчин по всей Республике Саха-Якутия. Об этом свидетельствует один факт перебора в республике с арестами фигурантов уголовных дел по данной статье. Мы убедительно просим правосудия в отношении человека и не основываемся, что при объективном рассмотрении дела он будет полностью оправдан. Если сегодня всем миром не восстанем за защиту, то такое положение будет только усугубляться и повторяться. Ибо никто не застрахован от подобных случаев. Все мы должны помнить, что практически над каждым мужчиной нависает дамоклов меч неуловимого и предвзятого правосудия. По-моему, в Россию практикуется безнаказанность сотрудников правоохранительных органов и судей. Если даже доказано, что они ошибаются, сотрудников следственных органов, прокурор, они не получают никаких взысканий. Вот из-за этого они уже начинают... В законе сказано, что невиновность обвиняемых обязаны доказывать органы Следственного комитета и прокуратуру, но они не выполняют такую обязанность. Когда поступают заявления, они якобы пострадавших следствием органы сразу открывают уголовное дело, без никаких доказательств, только основываясь на словах якобы потерпевших. Спасибо. Спасибо. Давайте все-таки у нас время ограничено. Еще раз попрошу регламент соблюдать, 7 минут, да? Следующее слово предоставляется Румянцевой Сардалане Григорьевне. Пожалуйста. Здравствуйте. Совсем недавно я прочитала воспоминания народного поэта Якутии Семена Петровича Данилова. В этих воспоминаниях он говорит о начале своей трудовой деятельности. Оказывается, в 1934 году Семен Петрович Данилов начал работать
как секретарь судьи. И вот он пишет, вот в этом году, в 1934 году, засудили одного старика на 8 лет, которого обвинили в изнасиловании школьника и еще в том, что он каким-то образом переносил молоко коров своих соседей на свои коровы. Вы скажете, чушь какую-то несет. Ну, вот мне кажется, что дело моего брата тоже вот такая же составленная чушь. И вот Семен Петрович дальше продолжает, что он слышал, как допрашивали этого старика, и знал, что старик ни в чем не виноват. И вот именно тогда во мне возродилось чувство протеста, пишет он. Я впервые понял, что в этой жизни не все так просто, что в судебных органах советской власти не все происходит честно, и я отказался от работы. С тех пор прошло почти 90 лет, и, к сожалению, ничего не изменилось. Я, родная сестра Сивцева Николая Григорьевича, знаю, что мой брат ни в чем не виноват. Во-первых, только потому, что он, мне так кажется, да, что мой брат жил, работал в очень маленькой деревне, в котором живут всего почти 300 человек. В таких деревнях каждый знает, кто чем занимается, кто как живет, кто как работает. Он был единственным и самым любимым сыном своих родителей. Каждую неделю, если не каждый день, он созванивался с родителями и рассказывал все, что происходило с ним с утра до вечера. Он был слишком добрым, слишком мягким человеком. Никогда никого не обижал, ни с кем не дрался, не ссорился. Ну и как любой мужик самой маленькой глубинки деревни, он очень любил рыбачить, охотиться и спорт. Даже сейчас, когда он нам звонит из тюрьмы, он все время спрашивает только, прилетели ли утки, кто там рыбачит, в каком озере и так далее. Был он фанатом национальных видов спорта, играл дома с женой, с детьми, с соседями национальные игры. Разве могли подростки, которые занимаются единоборством, угоняют автомобиль до города Якутска, которые были неформальными лидерами в своей школе, позволить воспитателю дотронуться? Я совсем в это не верю. Тем более вот в эту какую-то странную историю с этой спермой, я забыла это слово. Иногда я думаю, что когда освободят моего брата, больше всего будут этому рады эти мальчики-подростки. Потому что и их родители. Потому что вот сколько лет мой брат приведет в тюрьме, столько же будет лет, наверное, мучить их совесть. Просто не хотели, наверное, родители, чтобы их сын сидел в колонии, а подросткам хотелось побыстрее уйти от ответственности. Ведь не зря же вот один из этих подростков ходит по городу Вилюйске и всем рассказывает, что это не он, что это так случайно вышло. Все знают об этом. И в заключение я хочу рассказом о маме. Да? В марте этого года нашей маме исполнилось 90 лет. 5-й год мама лежит, она тяжелая болезнь приковала ее к постели. Она не встает, не разговаривает. Но мне кажется, что она все понимает, все знает и все чувствует. Глазами она ищет и ждет сына. Глазами она осуждает нас за бездействие.
за то, что мы никак не освободим его сына, нашего брата, глазами полными отчаяния и страдания, но без слез, глазами полными надежды и веры. Мне бы очень хотелось, чтобы исполнилась самая последняя мечта моей мамы. И я в это верю. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, у нас сегодня также присутствуют адвокаты и общественные правозащитники. И разрешите мне предоставить слово известному политику, общественному деятелю, правозащитнику Максимову Афанасию Николаевичу. Добрый день. Я немножко хочу, свое отношение, хочу сказать. Я, допустим, не против 132 статьи, я пришел поддерживать конкретно Николая Слепцева и Максима Мясникова. Вот проблема в чем? Проблема не в статье этой, проблема в судебной системе. Судебная система у нас сегодня во что превратилась? Вот, допустим, дело Максима, как он мог насильственное действие оказывать перед всем классом, стоя, когда разбирает автомат? Сами подумайте, как это можно применять насилие в отношении этих девочек, разбирая автомат? Как это можно? Как будто это судьи не знают, что ли? Нет ни одного доказательства, судьи знают об этом. Но есть у нас такая, и тот же самый Николай Слепцев. 2 педагога, год педагога взяли и на 16 лет людей отправили в тюрьму. С учетом их возраста, с учетом такой статьи, это то же самое, что человека приговорили к смертельной казни приговорили. И в это наше время это происходит. Спасибо, что есть люди неравнодушные. Вот сегодня, тот раз мы собирались, полный зал был. И вот сейчас люди неравнодушные, вы приходите, Как это всем видно. Но у нас есть такая установка, статистика. Действительно, педофилов очень много. Это никому не секрет. По всей стране, и в нашей республике. В основном это происходит в семьях. Где отчим, где этот. Это не секрет. Вот есть статистика по всей стране. Если, допустим, в каком-то регионе мало педофилов, значит, оттуда приходят, значит, плохо работаете. Значит, почему у нас в нашем суде сегодня нету оправдательных приговоров, вообще нету? Фактически нету, Почему это происходит? Да потому что у нас сама этот председатель Верховного суда, Летучик, кто она такая? Она, будучи председателем городского суда, преступника, криминального авторитета, освободила по поддельному этому постановлению. Об этом все знают. Как это, будучи председателем Верховного суда, будучи председателем городского суда, маленьком в нашем городе, может не знать, что такого постановления судьи Верховного суда нету. Не знала, что ли, она? Естественно, она знала, но она освободила этого криминального авторитета, который тут же объявили федеральный розыск. Там где-то его поймали, потом привезли его, И также, когда она проходила утверждалась на председателя Верховного суда, ее 2 раза отстраняли после того, как высшая квалификационная комиссия, судейская комиссия ее пропустила, администрация президента 2 раза ее отстранила. А почему? Потому что она предоставляет грубо говоря, попроще говоря, обманула. Говорят, муж работает в прокуратуре. И что они делают? Подгласенко берет, приказ издает. Муж Летучих уволился по собственному желанию. Как только ее утвердили, оказывается, меняет этот приказ, и он становится этим. Обратно, оказывается, был в отпуске. Вот такие люди пока нами, нашей судебной системе руководят, какое у нас может быть правосудие. Поэтому не статья плохая, а судьи у нас, судейская система у нас превратилась в репрессивный аппарат. Засудили человека. И сейчас
Любого человека могут обвинить, да, любого. Сейчас дети очень умные стали. Они читают интернет и все это видят. Да, любого человека фактически можно сегодня, преподавателя, там, отчима или кого-то, можно указать. Вот он меня трогал там, или так далее. Таких случаев у нас куча стало. Поэтому судебная система, если у нас нету веры в судебную систему, да, это начало разрушения государства. Вот о чем я хочу сказать вам, да, и надеюсь, что есть еще кассация у вас в Приморье, да, в Верховный суд, поэтому я надеюсь, что Николай и Максим будут оправданы, да. Иначе, если веры нету, надежды нет, значит, чему еще нам остается верить, да. Говори. Уважаемые участники собраний, я приветствую вас, приветствую всех организаторов, выражаю большую благодарность моей супруге, моим родственникам, сестре Ситцова Николая, Афанасьеву Максиму Амуровичу. Я желаю всем участникам именно терпения, мудрости, настойчивости, пожелать участникам принять общее решение, которое сегодня мы будем оглашать на новой стадии кассационного суда. Я очень рад, что все мы вместе, были вместе, когда отстаивали мою честь и достоинство на уровне республики. Я рад всем своим сторонникам. Сегодня нас поддерживает Оренбургская область, Республика Татарстан, Республика Башкирия, Пермский край, Новосибирская область, Иркутская область, Крымский край, Орловская область. И несмотря на все они, бывшие мои соратники, сильно переживают и не согласны с решением правосудия. В это время, сложное время, именно выборное время для нашей республики, я хотел бы, чтобы мы сконсолидировались, выработали правильное и нужное решение. Нам сложно, потому что мы будем излагать свои болезни, свои проблемы на русском языке. Я рад, что я вырос и рос на родине Республики Саха-Якутия. Я рад, что Республика Саха внесла большой вклад в развитие Орловской Республики Татарстан, Башкирии, Пермского, Сибирского, и они сейчас активно готовы поддерживать наше обращение. Я желаю всем участникам, чтобы мы увеличили биографию сбора подписей по нашей республике, увеличили публикации. Я очень рад и поддерживаю позицию газеты «Крым». Эта газета вносит большой вклад, публикует наше обращение, судьбы наших земляков. Сегодня каждый из вас вносит большой вклад. Я желаю каждому участнику здоровья. Я часто назову слова, сложные слова, но чтобы каждый из вас пришел дома и повторил. Сегодня мы должны, каждый из нас воин, каждый из нас это человек, это патриот, это человек, который отставит справедливость. Успехов вам, счастья вам, здоровья. Это был Максим Местников с исправительной колонии номер 7. Радостно слышать, что он не падает духом, он держится, он вообще борец по жизни. Так, следующее слово предоставляется Березкиной Салине. Пожалуйста, у нас время остается всего лишь час. Пожалуйста, коротко по существу, в регламент 7 минут. Здравствуйте всем. Меня зовут
Саида, и я пришла со своей историей. Получается, не от хорошего я взяла под опеку свою сестренку родную, которая сейчас 16 лет. На тот момент было 14 лет. И попала она от того, что было заявление на изнасилование. И обвиняемый — это мой дядя, который меня воспитывал. Мы с моей сестренкой сироты. Я с 11 лет, она с 2 лет, получается. Ни мама, ни папа, никого. Нас воспитывала тетя. И вот муж тети нашей, Николай Васильевич Винокуров, сейчас обвиняется по 3 статьям: 131, 132 и 136. И это дело затягивается уже на протяжении 1,5 лет. И идет давление со стороны Следственного комитета. Первый следователь, который был действующий, начал давить на меня, то, что я ребенка у вас отберу, защищая одного ребенка, вы потеряете и своего родного ребенка. Я добьюсь, чтобы вас отстранили от всех прав на ребенка. И получается, вот когда второй следователь вступил в это дело, вот недавно, у меня отобрали ребенка на месяц в реабилитационный центр, филиал детского дома, без оснований. Меня отстранили от законного представителя в суде. И я не знаю, куда уже обращаться. Мы на протяжении 1,5 лет уже ходим по всем судам, даже на меру пресечения, ничего не пропускаем. Мы хотим доказать то, что ребенка не хотят слушать. Ребенок говорит, что она оговорила этого человека, чтобы переехать сюда из-за того, что он много пил и плохо к ней относился. Это же ребенок. Ребенок, он маленький, он может сегодня одно сказать, завтра другое сказать. И сейчас никто в суде нас не слушает. На протяжении 1,5 лет это столько психологической травмы нанесено на ребенка, на меня. И человек, который не виновен, сидит уже с сентября месяца 2021 года. Мы каждый суд говорим то, что этот человек не виноват. Меня обвиняют за давление на ребенка. Ну, я сама молодая, я бы до этого даже не додумалась, чтобы давить на ребенка. Я просто обезопасила ребенка. Хорошо то, что есть в нашей республике такие адвокаты, которые слушают и понимают, и за очень хорошую цену могут вас защищать, нас защищать. У нас уже взять уже второй адвокат. Я мать-одиночка с 2 детьми сейчас. И получается, за символическую цену находим адвокатов, которые понимают эту ситуацию всю. Мы каждый раз обращаемся в суды. Приемная президента Российской Федерации, вот у нас есть. Мы обращались, когда изъяли ребенка необоснованно. И что? Пришел ответ. То, что на мои вопросы никакого ответа. Просто в конце написали, как 5-классник, то, что ребенка изъяли по закону, и все. А на остальные вопросы кто ответит мне? Следователь, который превышает свои полномочия, его зовут Федоров Максим. Это следователь Среднеколымского района. Хотелось бы пофамильно. Первый следователь, который угрожал. Кутугутов Александр Леонтьевич. Как первый и второй, они превышают свои должностные обязанности. Они давят. Очень большое давление. Угрозы идут в виде того, что детей у меня отберут.
а у меня ни защиты, никого, ничего. Я вообще по жизни сирота. Ни мужа, ни родителей, ни бабушки, ни дедушек. Кому обращаться? Только к адвокатам. Они превышают настолько свои полномочия. Все весь следственный комитет. Ребенка допрашивали, и на суде допрашивали. И, получается, вызывали в следственный комитет на Короленко 2 несколько раз. Ее показания даже снимали на видео. И вопреки всему мне говорят, что я делаю давление на ребенка. Ребенок — это главный человек, как и идет по делу как потерпевшая. Это главный человек, ее должны слушать, и никто не слушает. Я уже потеряла силы, куда уже обращаться. Меня нигде не слушают, ни в Следственном комитете, ни в прокуратуре, ни в приемной президента. А кому обращаться? И мы не должны терять силы, чтобы все это обрело справедливость. Например, по нашему делу, как можно это было бы доказать? На самом деле, по-хорошему, если бы они этого понимали, давным-давно бы решили этот вопрос. Потому что судмедэкспертиза, СПЭК, все доказывают невиновность этого человека. Человеку 65 лет. И он уже почти 2 года сидит в СИЗО. Он меня саму воспитывал, он воспитывал ребенка, который сейчас находится под моей опекой. Я знаю то, что этот человек не виноват. Человек в возрасте, ему надо доживать свою старость в хороших условиях. Он каждый раз тоже в суде говорит, что он невиновен. Каждый раз. И никто не слушает. Ни следователи, ни прокуроры, которые меняются каждый раз. Они приходят, в зал суда заходят и говорят: виновен, виновен, виновен. А судьи, не знаю, у нас как подхалимы. Меня отстранили от судебного дела в следственных мероприятиях, и мне уже терять нечего. Меня обратно в представителей не поставят. Спасибо, что выслушали. Спасибо, Саида. Я поясню, что сестра Саида, которой сейчас 16 лет, она жила в Среднеколымске с приемными родителями, и она захотела к сестре Якутск, и она оговорила незнакомого человека, она просто так шутку сказала, и все, его посадили, да. А сейчас она призналась сразу, что она говорила от приемного родителя, сразу она сказала, да, и сейчас она об этом твердит. Ну, как видите, судебная система, как там, обратного хода не имеет. Спасибо. Следующее слово предоставляется Зукуровой Светлане. Пожалуйста, 7 минут. Здравствуйте, меня зовут Зукурова Светлана Александровна. Моего мужа осудили 25 ноября по статье 132, часть 4 ПП. 23 года лишения свободы. А Верховный суд 27 марта снизил на 10 лет, оставили 13. Его оговорила якобы моя подруга о том, что он трогал ее дочку 4 раза. Судом это не доказано, все осудили только со слов, никаких доказательств, экспертиза все чистая, и дали такой большой срок. Девочка сама по себе эмоциональная очень. С сентября месяца по март месяц она говорит, что трогала ее. Если было бы так действительно, она бы сразу рассказала всем, что ее трогает мой муж или что-нибудь такое. А так они оклеветали моего мужа. И что сказать еще? Так, психологи с этой девочкой почти не работали в Следственном комитете. 2 раза она была там. Я настояла на этом, на детекторе лжи. И на детекторе лжи муж мой согласился, а женщина
которая написала заявление, она отказалась. Я сейчас жду кассационный суд, надеюсь, что его оправдают. В суде в городском и верховном у нас аудио, видео, доказательства ничего не взяли, ничего не смотрели с нашей стороны, только с их слов осудили. Все. Все, спасибо. Так, следующее слово предоставляется Мамурковой Наталье. Здравствуйте, все присутствующие. Мой супруг Мамруков Михаил также осужден по 132 статье. Это ударило не только по мне и по моему ребенку, это ударило и по мне, и по моему ребенку. Собственно, моя мама загубила мне жизнь, развалила нашу семью. Я работала, очень хорошо поддерживала материально. Дочка посещала детский сад. Вне работы я регулярно находилась вместе с дочерью. Никому ребенок ни разу не обратился с какой-либо жалобой на моего мужа. А вот пребывая у бабушки, заявительницы, они занимались выпечкой. Дочка слепила из теста булочку, как на тот момент она сказала моей матери. По заверениям бабушки, это был слеплен мужской половой орган моего мужа. Но бабушка, грамотная женщина, работала ранее бухгалтером, хорошо владеющая телефоном, почему-то не сфотографировала и не зафиксировала данную булочку в виде мужского полового органа. Этот вопрос был задан следователю, который ответил мне и моему мужу, что они его испекли и съели. То есть они никак не зафиксировали данный факт. Бабушка очень быстро пошла и написала заявление в полицию, где бездоказательно моего мужа обвинили по 132 статье и отправили за решетку на 12 лет. Когда стал вопрос, с кем останется моя дочь, так как меня лишали родительских прав, бабушка отказалась, и ребенка передали отцу родному, который был в полном шоке, что ему доверили ребенка, так как он раньше вообще никак не занимался своей дочерью. Полностью дочка была на мне. Следственный комитет сделал все, чтобы бабушка не прошла СПЭК, судебную экспертизу. Я не знаю, куда уже обращаться, потому что нужно, чтобы приехали из другого региона независимые эксперты и проверили все уголовные дела по 132 статьям. Адвокаты все в один голос говорят, работать не давали. Адвокаты работали по закону, а суд учел только мнение Следственного комитета и прокурора. Также Следственный комитет, а конкретно следователь Марков Яков Сергеевич, фальсифицировал конкретно наше уголовное дело, показания моего отца, полностью скопированный с показаний моей матери. На судах адвокат и мой муж также ходатайствовали и проверили о проведении экспертизы аудио и видеозаписи, что предоставила моя мать. Конечно же, наше ходатайство не удовлетворили. Я лично хочу и очень желаю, чтобы нас услышали и пересмотрели уголовные дела осужденных по 132 статье. Молодых парней сажают от 12 до 20 лет при отсутствии каких-либо доказательств. И на момент допроса моей дочери было всего лишь 4 года. А меня также отстранили, как девушку Саюду, как законного представителя. Вообще от следствия от самого отстранили, потом ограничили, а потом лишили. Незаконно. Лишили меня родительских прав незаконно, когда еще даже приговор не вступил в законную силу мужа, его еще даже не осудили. То есть о презумпции невиновности никто не говорит вообще. Спасибо. Спасибо, Наталья. Так, следующее слово предоставляется Егоровой Анжеле Петровне.
Анжела Петровна здесь, да? Здравствуйте, 7 минут. Меня зовут Егорова Анжела Петровна. Мне 28 лет. Мой муж Егоров Чулстан Арсентьевич 25 августа 22 года приговорен к 12 и 6 месяцев лет по статье 132. В прошлом году, 27 марта, в нашей семье случилась сложная ситуация. Мы ночевали у родственников. С утра, когда я уходила на работу, муж остался спать. Рядом спала моя дочь Ангелина и лежала наша общая дочка Аделина. Смотрела YouTube. Когда позвали на завтрак, муж, чтобы разбудить Ангелину в полусонном состоянии, не глядя, ткнул пальцем в области ниже живота. Ангелина проснулась и пошла завтракать. Поведение было как обычно. Вечером всей семьей съездили помыться, постираться. 28 марта отвезла девочек в детский сад. Так, и все это время Ангелина вела себя как обычно. Вечером из детского сада ее забрал мой бывший муж, ее отец. За ужином Ангелина рассказала бабушке, показывая рукой ниже живота, что мой муж трогал ее. Начались разборки. 29 марта я в слезах приехала на работу, доверяя как отцу и надеясь получить совет, рассказала начальнику о случившемся. Там я работала более 10 лет. Услышав все, начальник поставил ультиматум, пригрозив, если ты не пойдешь писать заявление, тебя лишат родительских прав. Они просто проверят и отпустят, так сказал начальник. До конца, не понимая последствия и не зная законов, под давлением, в запутанном и запуганном состоянии пошла писать заявление. Сообщила об этом мужу и бывшему мужу. Бывший мигом приехал в прокуратуру, потом вместе поехали в полицию писать заявление. Бывший давно пытался вернуть меня. Были домогательства. Этот случай послужил ему сильным поводом избавиться от моего мужа. Мать бывшего и он сам пытаются посадить моего мужа на долгие годы. Есть переписки, доказывающие это. Показания Ангелины отличаются от первого рассказа. Сначала бабушке рассказала, что трогал, а на допросе, говорит, гладил. По всем проведенным экспертизам у Ангелины нет никаких нарушений. По заключению комплексной судебной психиатрической комиссии экспертов Ангелина каким-либо психическим расстройством в период криминальной ситуации не страдала и в настоящее время не страдает. А в приговоре первого суда написано, что нарушена половая неприкосновенность, а также причинен моральный вред в виде испуга, нравственных страданий и переживаний, нарушено ее психическое расстройство и развитие. Очевидно, что ее накрутили ее отец и бабушка, так как с начала следствия она находилась под их влиянием, а у них больше интерес посадить моего мужа.
Еще хочу добавить, позже я узнала, что прокурор, бывший муж и начальник тоже имеют дружеские отношения. Все. Спасибо. Итак, мы с вами прослушали всего 8 историй, да. Вот эти истории из разных улусов, да, в частности, вот Вилюйский, Верхневилюйский, Татинский, да, город Якутск. То есть охват очень широкий. И вот это, на самом деле, вот это самая только малая часть озвученных историй. А таких случаев сотни, да, статистика показывает совсем другое. Так, ну и мы давайте сейчас предоставим слово нашим общественным деятелям, правозащитникам, хотим услышать их мнение, да, и разрешите предоставить слово общественному деятелю, члену самого КЮС, да, общественное объединение Иванову Дмитрию Дмитриевичу. Здравствуйте. Обязательно учебные харда хатанарду. Ученым учеванерда. Здесь собрались все заинтересованные лица, которые пострадали от неугодного, неправомерного кодекса Российской Федерации. Что это значит, например, осудить человека за иные преступления? Как расшифровать это понятие «иные преступления»? Никому не понятно. Сегодня вот осуждают по этой статье подряд всех у нас за иные. Потом пойми, разберись. Даже сами судьи не разбираются в этих вещах. Им только наказать. Остается наказать. Право наказать. Поэтому сегодня надо сконцентрироваться в одном. Одно несогласие, непризнание этого ничтожного кодекса. Этим кодексом, понимаешь, и дальше будут продолжаться несправедливые осуждения тех или иных людей. Это нас касается всех, всего народа. И мы должны на это концентрировать на особое внимание. А правы или не правы, этим законом кто будет ценить, кто будет объективно оценивать его правоту. Сами судьи, сами следователи, они заинтересованы обвинять человека при любых обстоятельствах. Нет адвокатов, которые могут защитить по этой статье. Поэтому еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание на одном. О непризнании ничтожного кодекса, Уголовного кодекса по обвинению тех или иных граждан Российской Федерации. Пусть разберутся. И это надо продолжить до тех пор, пока не будет уяснено вот этот закон. Для кого он
существует. Кого он осуждает? За что он осуждает? Пусть они дают объяснение. А пока этого не будет, народ будет возникать, бушевать. Но чтобы оно было продуктивное, имело, значит, цель и задачи, мы должны сконцентрироваться. Мы должны, от нас самих зависит народа, от народа самого зависит. Не надо бояться за то, что говоришь ты правду. Всех не пересадят. Если мы себя не свои интересы не будем защищать, кто будет защищать нас? Откуда приедут защищать? Мы только Народной Республики Саха. Этот народ имеет традицию и справедливость. Закономерность, законность всех осуждений. Другого понятия у него нет. Мы, к сожалению, очень доверительные люди, народ. Мы всем доверяем, понимаете. Но осудили, значит, за что-то осудили. И все. Нет, не так. Ныне совсем другое время. Надо себя защищать. Свои интересы надо защищать. Если сажают, то мы должны знать, за что. Не за иные преступления, а за что конкретно. Пусть дают расшифровку этому кодексу. Все. Спасибо, Дим Димыч. Так, следующее слово предоставляется общественному правозащитнику республики Наталье Михайловне Зарубиной. Добрый день всем здесь присутствующим и, конечно, пожелание терпения и добиться того, что вы хотите. Я с 2004 года работала правозащитником, это в колониях. Самое страшное, все, что для нас, для простых людей, это быть просто на голом слове, быть осужденным, то есть несправедливость. На сегодняшний день не только у нас в Якутии, по всей стране поднялась волна по 132 статье. Задается вопрос, почему с 2020 года по 2023 год, простите меня, такая волна прошлась по России. Бушует много областей, краев, республик. Все возмущены этим. Доказательная база практически отсутствует. То есть показали пальцем, ты виновен. Это очень напоминает очень нехороший год, который является 1937. Вот сейчас мы попали в эту перипетию. Вопрос, зачем и почему? Да, начиная с конца 80-х, мы знаем, что у нас педофилия, проституция, все буквально выросло. Детей воровали, детей вывозили, женщины увозили, там, простите меня, в публичные дома, и всех это устраивало, всех вверху сидящих, да? Вот. Сейчас они почему-то вдруг вспомнили о том, что надо привлекать. Но опять же, давайте скажем, привлекать тех, кто реально что-то совершил. Вот я побывала у Мясникова, значит, у Максима Ивановича, с которым мы долго работали. Значит, мало того, что у нас осужденные сидят, у них остаются дети, жены, племянники и так далее, и так далее. Дети в основном в школе пинаются, то есть, простите, их выпинывают, потому что это в основном социальная масса. Значит, соответственно, не посещение школы, там 5-е, 10-е, приходилось как бы это вмешиваться на серьезной основе. Сейчас вот я нахожусь в шоке. Я не могу понять, что происходит. Понимаете, нет? Судьи совершенно глухонемые. Следственный комитет просто рапортует, видимо, получает премии за это, да, и какие-то галочки. Правильно сказали, возможно, погончики и повышения, да? Вот.
А люди, которые многие попали, они в недоумении вообще, что они там делают. Понимаете, придумать такие истории, да, это надо иметь такую бурную фантазию. Да, я скажу вам как правозащитник, что на протяжении вот этих 20 лет, что я двигалась вот с осужденными, да, на всех колониях республики, более того, у нас уезжают командировки в другие регионы, я даже там побывала у этих ребят. Так я хочу сказать, да, есть виновные, есть реально виновные, но они знают, за что они сидят. Но есть же те, которые совершенно к этому никакого отношения не имеют. Вот я была в защите, скажем, 2 педагогов, да, которые реально педагоги. С Местниковым Максимом Ивановичем, да, мы, вот этих подростков, которые ходили по помойкам, простите меня, да, не учились в школе, мы их везде оформляли, пристраивали. Понимаете, то есть мы делали благое дело. Вот сейчас Максим Иванович за это сидит. Я побывала у него дважды вот на ИК-7, где он находится, да, общалась с ним. Он до сих пор понять не может, что он там делает. Понимаете? Тогда у меня возникает вопрос. Давайте скажем, мы республика. Мы республика, у нас есть кто? Глава республики. Кем он является? Гарантом наших конституционных прав. У нас есть уполномоченный по правам человека, да? Действие 0. Мы выбираем депутатов, которые ничего не хотят делать, только обогащаться. Вот при такой ситуации как действовать? И сейчас только консолидация, вот именно того, что вот вы собираетесь, да, что молодцы, да, понимаете, только мы можем эту брешь пробить. И этим страдают все. Были попытки в Москве устроить митинг, да? Не дали возможности. В Якутии нам тоже не дадут, понимаете? Такое впечатление, что этих людей выпустили из жизни. Ну давайте серьезно говорить. Что происходит? Почему именно эти 3 года просто обвалы идут? То есть до этого где-то в Думе, в Москве лежали документы, то есть писали правозащитники, что надо решить вопрос вот с детьми, как их воруют, как их убивают, как их насилуют, да? А теперь, видимо, надо дать какой-то кусок лакомый, да? Нате, вы же хотели, берите, да? Только что мы взяли-то? Взяли-то мы страшное. И вот на сегодняшний день, вот то, что вы собираетесь, то, что вы приходите, вы просто молодцы. Реально молодцы. Потому что вы реально знаете, что ваши родные и близкие невиновны. Но куда мы дальше пойдем, я не знаю. Вот сейчас надо обращаться к нашему, простите меня, гарантам наших конституционных прав и требовать ответ. Что делает Следственный комитет? Он принуждает, понимаете, и пишет то, что он считает нужным. Что делает судья? Если раньше мы их выбирали, и они несли перед нами ответственность, теперь их просто выбирают те, кому они нужны. Понимаете, нет? Друг друга и подругу. Поэтому, естественно, он сидит совершенно с маской, ему говоришь в глаза, он вроде на тебя смотрит, вроде перед тобой человек, да, который тебя должен понять, да, и хотя бы осмыслить то, что ты говоришь. Он тебя не слышит. Понимаете, это стена, это система, которая потом дальше разрастется. В 90-е годы мы были напуганы, правозащитники, тем, что будет ювенальная юстиция. Мы знаем, что такое Финляндия, остальные страны, когда детей изымают только потому, что они где-то бегали, да, и отправляют в другие страны. Мы говорим, что мы уходим от западных, как бы, вот этих стереотипов, да, а оказывается, мы в них. У кого интерес в этом? Поэтому вот то, что мы сегодня собрались, да, я хочу сказать, что надо обращаться к нашему Дархану и говорить о том, что будьте любезны, защитите наших людей. Мы не говорим, что вы поменяете эту статью. Мы не можем ее менять. Только потому, что у нас эта проблема есть по всей России. И не только в нашей России, это по всему миру, понимаете, нет. Насилие, издевательства, особенно слабо это маленькие дети, которые там расплевают у нас. У нас закрыты психушки, у нас закрыты, простите меня, для алкоголиков там разные лечебницы закрытого типа, да? И они у нас все на улице. Понимаете, нет. Поэтому вот этот вопрос очень острый. И, конечно, вот на сегодняшний день я лично, вот собираюсь поехать в Москву, хочу записаться на прием в общественную палату, соответственно, в Следственный комитет, ну, естественно, в Генеральную прокуратуру. У меня никто не попал по этой статье, но я очень возмущена, как житель, как гражданка Республики Саха-Якутия, да? Понимаете, нет. И очень вас понимаю. Поэтому, если мы все-таки не сдадимся, если мы реально будем говорить о том, что пришлите нам какую-то команду, какую-то сделайте проверку этих дел, да?
Давайте скажем, что у нас были даже эксперты, я сидела, опоздала на суд, что они несли. Вот там одного можно было точно признать умственно неполноценным. Он хохотал, ха-ха, сейчас он получит 12 лет, да я гарантирую, да я... Кто там был? Кто там был? Поэтому если нас такие судят, понимаете, нет, то нам надо, в общем, как-то консолидироваться. Вот я так понимаю. Я лично не отошла от этого дела и буду продолжать его все равно, что бы мне это ни стоило, да? Я езжу по колониям, продолжаю как бы помогать ребятам, какие-то вопросы с ними решать. И у нас хорошие адвокаты. У нас хорошие адвокаты, такая как Ольга Геннадьевна Мамаева, да, которая вот сильный адвокат. Она плакала от бессилия, понимаете, нет? То есть то законодательство, которое нам предложили, она не может его оспорить. Судья сидит просто с прокурором, улыбается. То есть они друзья, им весело, они молодые, им хорошо. У них хорошие зарплаты, хорошо устроились, в тепле. О чем мы можем говорить? Значит, о чем говорится? Что власть у нас слабая. Значит, когда мы выбираем депутатов, мы должны думать, пойдет ли депутат за нас. Откроет ли он рот, или он будет сидеть где-нибудь там, понимаете, нет, кататься на 200-х, когда город тонет, да, и смеяться над всеми. Вот надо вот этот вопрос как бы серьезно уже подумать народу, действительно народу надо думать. На сегодняшний день я еще раз приношу всем, у кого сидят ребята, мужья, сыновья, там неважно кто они, да, я очень вам сочувствую. Но борьбу надо продолжать. Причем, вот знаете, более активно, более серьезно и более настойчиво. Все, больше у нас другого ничего нет. Пока. Спасибо, Наталья Михайловна. Следующее слово предоставляется председателю родительского комитета Мархинской СОЖ номер 2 Кузнецовой Марине Юрьевне. Пожалуйста, регламент 7 минут, все соблюдаем. Даже уже 5 минут. У нас выступающих очень много. Дорогие друзья, здравствуйте. Да, я Кузнецова Марина Юрьевна, председатель родительского комитета «Движение Патриот», в котором был руководитель наш Максим Иванович, но он не был, он есть, конечно же, у нас. Я многодетная мама, имею 6 детей, бабушка 7 внуков уже. И ни одно мероприятие, вот то, которое идет именно поэтому, я не могу его пропустить. Знаете, еще хочу сказать, в моей семье буквально совсем недавно, в январе месяце, возникла проблема. У меня старший сын, ему 18 лет. Он познакомился с девочкой, ей 17 лет. И буквально через несколько дней девочка мне рассказывает о той ситуации, что к ней пристает папа, ее родной отец. Ну, я спросила у нее, как пристает. Она говорит, ну, в буквальном смысле. Я говорю, между вами что-то было? Она говорит, да. И это с 11 лет. Потом, значит, ну, я подумала, что чуть-чуть я пока не вмешаюсь в эту ситуацию, я посмотрю, может, ну, молодежь же, девочки, они придумывают, договаривают, всякое в жизни случается. Я начала со стороны наблюдать за этой ситуацией. Ну и в результате нашелся человек, который все-таки сообщил в правоохранительные органы. Это ее старшая родная сестра, которая живет в Новокузнецке. В ходе следствия оказалось, что у этой девочки есть медицинское заключение, что в 12 лет у этой девочки были насильственные действия сексуального характера, девочка лишена девственности. В общем, я так долго переживала, я так долго плакала из-за этого. Даже вот разговаривали мы с Фергаланой, я делилась с ней этим самым, да. Почему? Я задала вопрос следователю, когда он меня к себе вызвал, и я спросила, девочке сейчас 17 лет, вы об этом знали, когда девочке было всего 12 лет. Почему вы допустили от издевательства натуральное, ведь это было издевательство, Тулагина Кильдямском наследии, село Кильдямцы. Вот почему столько лет никто не обращал на это внимания? Было ведь медицинское заключение. Жалко только, что девочка сейчас действительно
понесла серьезную травму, там, психологическую и всякую. И мы на этот момент остались у нее одни. Родственники все от нее отвернулись, потому что она дала те же самые показания. На что отец сказал: да, они в разводе были с мамой. Он сказал: да, у нас была любовь с ней. Я отомстил ее матери. А вот то, что случилось с Максимом Ивановичем, это вообще просто из ряда вон выходящих. Я знаю эту семью, которую я говорила. Они, мама вот этой девочки, они учились с моими старшими детьми. Семья, пьющая. И, скажем так, постоянно у них тоже там мужья в местах лишения свободы. Но это не столь важно. Важно то, что сейчас действительно мы проживаем в одном поселке, видимся, разговариваем. И их мучает, по-настоящему мучает совесть. И дай Бог, чтобы в каждой семье, вот сегодня я послушала, оказывается, не вас много, а нас много. И если мы не поднимемся как общественность, и кто, как не мы, поможем сейчас друг другу, вместе мы этого не добьемся. Только вместе мы сила. И давайте с этого дня, с этого момента, пусть нас будет больше. Мы должны об этом говорить, мы должны разговаривать. Вот Саина, вот эту вот я тоже послушала, вот девушка вот сидит тоже. Я понимаю прекрасно, когда закон идет против нас. Я была на суде, когда шло судебное действие Максима Ивановича. Я единственный родитель, у которого 2 детей ходили в движение «Патриот». Моя дочь туда ходила, сын старший, вот Глеб, и Настя. Она рассказывала судье и прокурору, что невозможно сделать мостик, чтобы Максим Иванович не держал ее за спину. Невозможно разобрать автомат, чтобы автомат не упал на ногу, да? Но судья в WhatsApp переписывался. Прокурор там тоже где-то чем-то был занят. Я сама сидела на этом суде. И знаете, что самое интересное? Сначала наполовину ребенка опросили, а потом вспомнили, что, оказывается, нет социального педагога, чтобы ребенка допрашивать. Нас выгнали в коридор, нашли социального педагога, и опрос начали заново. Когда уже ребенок был расстроен, моя девочка расстроилась, она увидела Максима Ивановича, потому что он единственный человек, частичка нашей жизни, которая нам помогла, поддержала нас. В 2014 году у меня онкологией заболел муж, и только Максим Иванович пришел и сказал: что ты сидишь, плачешь, вставай и иди. Сейчас, имея партийный билет, имея все, что у меня есть, дом, газ, хорошая работа и все остальное, это благодаря только Максиму Ивановичу. Он научил правильно жить, он научил выживать вот в этой структуре, которая сейчас у нас есть, которая, к сожалению, не работает на права граждан, только для себя. И при встречах даже с главой нашей республики я об этом постоянно говорю. Будучи партийным человеком, я не боюсь никого, я скажу только правду. И сейчас только мы вместе должны друг друга поддержать. Спасибо большое. Спасибо. Так, следующее слово предоставляется известному общественнику, экологу Ивану Семеновичу Бурцеву. Алдарқа яңна бұд, дайды төралыры бұд, еттен бейт таққа тұрар. Мен Николай Григорьевич септәбе білбәт кейім, бұл қағаттаттан үрі білерін. Бұл сұттанын мұрын, тияқтығын бейақанан хүрі бұта бар, тоймағада тақы бұта. Она пеке қайдақтығыны долгый бат, бұл он патанмат. Енені бұрыдыр бейді эпизодтыр мене тағайбәттін. Олығы тағайбәт. Кені бұрығы оғар түбән олығы. Оттон Максим Ивановы несекі мен жөрдік білер кейін Светей кейкені. Светей кейкені қандады теппеттін мен Светей кейден құрылтын білігіне оң. Ете білігін қаматын еттігі. Үйетті ме?
Эбегенде сөрүн тоғыта викторович. Бөгені көйін бұл күрі тоқтыра оға. Тоға детаға кені кірдекта, кені бұл үйі оға. Оны да туғы әте қағабей. Суд системетін сытыйбык дейдер, бинемнің сытыйбыға олар үсті жөй болғыты. Суд системеті ғытиелік, ағыра түрен, күйігір кейлен, кені бағара судтыр көқта қырым, бейкі суд системеті. Ол қайда олар енді мен ола көйдәттен, бұл ара сейет білін етіндік. Амай ұсты онны атыр. Onun otun edetler kıtatın bunu kıcağız, yakuşka kurat kıcağız alıptağımın, edetler belirlenen kıtatın tuğum kişi hatangen ıngırımın. Alas sokun diyeden nemanı bırakıp tuttu hati yakın adete, atırgıt sportsmenler, kudurusты gimnastika, sportivne gimnastika trenerlere bırakıp yarışanlar, biri kustu boldun, boksa boldun, Балыкер әрдемлер тренерді. Олықтан видеосюжет ұған, аян, тәңнен көрін, қайдары ютубе еңінті көрін, кесет қақтын надеті. Бағар туа мөғірі етаққыға. Тәкі татын кесен ең. Спасибо. Следующее слово предоставляется Ивановой Ульяне Григорьевне, учителю Иконьюнской школы. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего собрания. Как уже сказали, я представляю Иконьюнскую школу Вилюйского улуса, где работает наш коллега, несправедливо осужденный в педофилии Николай Григорьевич Сивцев. Прежде чем начать, я хочу сказать, я впервые на таком собрании. И я ужаснулась, сколько же вас поломанных судеб оказывается. Вот мы все переживаем наш частный случай. И у нас в голове не укладывается, как это возможно. Оказывается, вас так много. И это хорошо, что вы сегодня объединились. Кадетский интернат у нас открылся в 2008 году. Ну, вы знаете, интернат есть интернат. И тем более такой специфический. Там очень много запретов. Например, дозировка телефона, пользование телефоном или, в общем, строгий кадетский режим. И не каждому ребенку это, конечно, понравится. Дети разные. Есть, которые пришли сами по призванию, а есть те, которые пришли только так, просто так, потому что так хотят родители. Многие наши воспитанники из неполных семей, матерей-одиночек. И это правильно, потому что они отправляют своих детей на мужское воспитание. Я тоже сама мать-одиночка, и если бы у меня был сын, я бы обязательно отправила на мужское воспитание в такой интернат. И если бы он пожаловался, как адекватный родитель, я бы сказала: терпи, ты мужик. Но проблема в том, что нам не дают правильно воспитывать детей. Родители, социальные службы, правоохранительные органы связывают нас, педагогов, по рукам и ногам. Вот, например, ребенок ошибся нечаянно, ушибся, не понравилось замечание педагога или метод его воспитания, и сразу виноват учитель. Мы тоже воспитывались в интернате. В наше советское время интернаты были конкретно жесткие. А вот я знаю ситуацию изнутри, наши интернаты совсем другое дело. Сегодняшний ребенок очень избалованный ребенок, знает только свои права. Обязанностей у него нет. Я в последнее время замечаю, что у подростков вошло в моду специально провоцировать педагога, чтобы потом выставить его виноватым и еще там снять видео, отправить куда-то и так далее. Когда же мы все поймем, что воспитание и обучение будет качественными, если мы все объединимся, педагоги, общественность, родители, правоохранительные органы и социальные службы? Если каждый будет тянуть одеяло на себя, искать изъяны, у нас ничего не получится. Насчет обвинения нашего коллеги Николая Григорьевича заявляю от имени всего коллектива, от имени нашего наследия. Мы знаем, с большой буквы знаем, что он не виноват. Кому, как не нам, знающим ситуацию изнутри, не сказать это? Наследие у нас маленький, население фактически проживает всего лишь меньше 300 человек. У нас каждый человек на виду. И все переживают за Николая Григорьевича, и все точно знают, что он не виноват. Мне сейчас жалко этих детей, которые обвинили.
Они, наверное, уже поняли, что натворили. Но судебную машину, мельницу уже не остановить, кажется, да? Все уже закусили у дела, и у этих детей тоже поломаны судьбы. Они не думали, наверное, в то время, чтобы покрыть свои мелкие жалости, они хотели наказать воспитателя за то, что он их не отправил в воскресный день после долгих... Тогда была пандемия, кажется, или карантин, кажется, был, и они очень долго лежали в интернате, месяцами. Вот. А в этот раз им обещали на выходные, праздничные выходные 23 февраля отправить домой. И вдруг приказ сверху. Николай Григорьевич говорит: не, вы сегодня не поедете домой. И они, наверное, хотели немножко наказать этого воспитателя. И они не думали, что их маленькая ложь, прорастая в снежный ком, лавиной сметет жизнь целого человека, целой семьи. Я не родственница Николая, даже не подруга, просто коллега. Но этот случай показал, что никто не застрахован. Вот недавно упомянули про 1937 год, да? Каждый может подъехать, оказывается, черный воронок, и без суда и следствия или на закрытом суде решат, что ты виноват, и тебя отправят в тюрьму. Вот я стою перед вами, говорю, да, и у меня тоже немножко страх есть. Может, что-то мне за это будет. Но я не могу не сказать, потому что он не виноват. Так, давайте объединимся и что-то предпримем, чтобы таких ситуаций больше не было. Все. Спасибо, Елена Григорьевна. Итак, следующее слово предоставляется политическому и общественному деятелю Михаилу Семеновичу Санникову. Добрый день. В августе прошлого года когда нас собрали по уголовным делам, которые возбуждены в отношении Сивцева Николая Григорьевича и Мечникова Максима Ивановича, я свое видение по данным вопросам высказал. Может, некоторые участвуют тоже второй раз, как я в августе были, наверное. Поэтому, вам известно мое мнение, как надо поступить при этой ситуации. Тогда и сегодня я говорю, что уже по отношению правоохранительных органов, я имею в виду Следственный комитет, в целом Министерство внутренних дел и суды первой инстанции, апелляционной инстанции осталось обратиться в конституционную инстанцию, поэтому нам надо до этого быстро обратиться к государственным органам нашей республики. Я тот раз тоже говорил, что надо к главе официально обратиться. Хорошо то, что мы сегодня подписи собираем. Это надо быстро сделать в Государственном собрании Тюмень. Вот Наталья Михайловна правильно говорит, они обязаны на основе Конституции Российской Федерации и Республики Саха, они обязаны каждого гражданина защитить конституционные права. Вот для этого они избраны, и для этого они работают, несут ответственность. Но в тот раз я говорил, что прежде чем дойти до этой инстанции, надо эти вопросы обсудить на уровне муниципального образования. В тот раз я говорил на уровне муниципального образования села Экунде, на уровне Совета депутатов Бюлюйского округа. Говорил, что надо срочно обратиться депутатом города Якутска, поскольку Максим Иванович житель города Якутска. Но, к сожалению, в этих инстанциях эти вопросы не рассмотрены. Что мы сегодня имеем в виду? Мы имеем судебные приговоры. Адвокаты эти документы имеют. Поэтому на основании этих решений мы должны детально описать то, что происходило на уровне следствия
И то, что происходило и продолжает происходить на уровне судебных инстанций. Только детализируя эти факты, мы можем доказать невиновность Николая Григорьевича, Максима Ивановича. И вот те, которые выступали, они могут на этой практике тоже защитить своих близких. Я так думаю. Поэтому мы должны учесть, вот сегодня правильно все говорите, и мы все ощущаем, какая деградация идет на уровне общества, на уровне семьи, на уровне школы, на уровне общественных, общества, представителей общества. Если мы это не остановим, появятся и другие статьи, чем эти, еще более грозные. Поэтому идет давление на тех или иных мест в целом обществу на основании законов идет давление. И сегодня выступающие правильно говорят и правильно это сравнивает 30-ми годами прошлого века. Вот в такой ситуации мы находимся. Поэтому, повторяю, быстро надо обратиться к государственным органам Республики Саха-Якутия, но еще не поздно, имея в виду, сколько будет длиться этот процесс, надо обязательно на уровне муниципального образования села Якунда, Вилюйского улуса, мэрии, надо эти вопросы поставить и обсудить. Если будет необходимость присутствовать, я и поеду в Вилюйский улус и буду участвовать на уровне городской думы. И, естественно, если вопрос мы доведем до госсобрания и Дархана, я буду участвовать по этим делам. Я имею в виду Николая Григорьевича Чипсева и Максима Ивановича, поскольку я с этими делами ознакомился и Максима Ивановича лично знаю. А по Николаю Григорьевичу есть масса информации, включая его выступление, обращение всему населению нашей республики. Спасибо. Спасибо, Михаил Семенович. Так, следующее слово предоставляется тоже общественному деятелю Борисову Константину Афанасьевичу. Добрый день. Но выслушав или послушав выступающих, это очень скорбно, потому что количество людей, которые встретились с этой статьей, все больше и больше. Мне иной раз, вот сидя здесь, казалось такое, что в 2020 году, если такая вот массовые обвинения пошли, Следственный комитет прошел какой-то семинар. После этого уже начали лепить и по всем, значит, муниципальным районам начали возбуждать такие, скажем, дела. Это первое. Второе. Есть в любых органах исполнительной власти, в том числе и, возможно, правоохранительных органах, это госзадание. Возможно, и госзадание у них поменялось именно в 2020 году, и противостоять этому делу будет достаточно сложно. Потому что если ставить такую задачу, что по всем статьям нужно будет как-то провести профилактическую работу с обществом, то эта машина не остановится. По поводу обращения Алексея Ильичу, вот здесь в основном касается только статьи 132 по 135. Здесь еще хотелось бы, здесь правильно сказали, преподаватель кадетской школы из Вилюйского выступала, она как раз затронула, идет именно, это корневой вопрос, это вопрос отсутствия или исчезновения инструментов, механизмов работы с детьми, то есть воспитательной работы. Если у нас в законе
по правам ребенка есть только права ребенка, и не будут ответственности детей, и это не будет отражаться и на воспитании подрастающего поколения, то такие голословные обвинения так и будут продолжаться. Мы потеряли достаточно много времени за 20 лет, даже за 30 лет новой России, да, и система воспитания, она находится достаточно губительном положении. Поэтому хотелось бы, чтобы следующее письмо или второе письмо было направлено именно касающее вот именно закона о правах ребенка, чтобы там появились именно обязательства детей, чтобы дети знали не только свои права, да, что они могут все, да еще и плюс к этому обязанности. Ну и последнее, я хотел бы сказать, что да, нельзя останавливаться, надо идти вперед, использовать все возможности для того, чтобы оправдать людей. И, значит, пока общество не знает своих прав и обязанностей, да, ну, то есть больше прав, как защищаться такими действиями следственных органов и других правоохранительных органов, нас общество так и будет обвинять. По любым статьям. Это легко будет. Поэтому для общества тоже должны вот и адвокаты, и правоохранительные общества должны как-то ликбез провести, как это отвечать на те или иные действия. Если следователи начинают давить, надо на них написать тоже встречное заявление, что они давят и не в Республику Саха-Якутия, а в Российскую Федерацию. Только так можно это дело повидеть. Клин клином вышибаешь. А если так просто собрались, высказали, пар выпустили, дальше ждем до следующего, у нас ничего не получится и ничего не изменится. А будет больше тех людей, которые будут обвинены по тем или иным статьям. Сейчас любого можно посадить. Любого. Поэтому хотелось бы, чтобы раз это ликбез для общества, два это, значит, по закону о правах ребенка дополнить, и третье это не останавливаться, надо находить те механизмы, которые работают во благо общества. Спасибо, у меня все. Спасибо, Константин Афанасьевич. Очень хорошее предложение поступило. Обязательно это мы примем к сведению, да, и тоже в этом направлении будем работать. Так, ну а теперь давайте послушаем наших юристов, адвокатов, и слово предоставляем адвокату Яковлеву Виктору Юрьевичу. Пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Яковлев Виктор Юрьевич, я являюсь действующим адвокатом. Да, ситуация, Максим Иванович я хорошо знаю, еще, наверное, со студенчества. И всегда знал его как позитивного человека, добродушного. У него был ярый такой пример, как всегда направлен на справедливость, восстановление справедливости. Его ярая политическая деятельность, она в нем отражалась всегда, он всегда добивался правильного положения в обществе, а также его окружение, которое всегда с ним было, оно было с ним согласно. Относительно того, что случилось с ним, ситуация происходила таким образом, что, я так понимаю, никто не знал, что происходило. Мне когда позвонили, я сначала не понял, на самом деле, ситуацию. Я понял, что просто Максим Иванович с кем-то подрался. То есть по-мужски, потому что всегда выражал такое ярое мнение свое, и, наверное, кто-то с ним не согласился. То есть не было никаким образом мысли, что это будет связано с каким-то там таким положением статьи и так далее. Но в итоге так как случилось, что случилось, и исследовав, тоже изучая его материалы и прочитав кучу тоже судебной практики по таким подобным статьям, пришел к выводу, что
процесс доказывания с научной и практической точки зрения, он сырой совсем. И с ним никто не разбирался еще, наверное, действительно, вот эти 30 лет новой России, какие предыдущие России, тоже в Советском Союзе, вернее. Никто не разбирался с доктринальной точки зрения, что следует изучать, именно какие моменты следует более детально прописывать. Вот эти все обстоятельства и послужили тем, что привело нас к этому. Это раз. Во-вторых, если мы говорим о случаях части образования, системе образования, тут надо вопрос задавать уже о форме системы образования, по моему мнению. Если так система правосудия построена, то, соответственно, нужно менять систему образования, чтобы впоследствии таких ситуаций не было. То есть приводить какие-то новые правила, порядки образования. Если мы говорим об этих ситуациях, то тогда преподавание, получается, должно будет происходить в присутствии чуть ли не психолога. То есть в таком случае, да, в таком случае мы исключаем все такие элементы, какие-либо необоснованные обвинения и обычные там мнения малолетних, несовершеннолетних детей. Если мы говорим о других обстоятельствах, то, соответственно, не связано с системой образования, то тогда стоит вопрос об экспертном значении, то, как будет проводиться экспертиза, на что должна обращать внимание. Методик по проведению подобных экспертиз у нас в России, ее там на пальцах пересчитать. К примеру, если изучать систему доказывания Соединенных Штатов Америки, она немножко там более обширная. В Европе она тоже глубокая, конечно, но там система правосудия, она жестче порой, чем даже в России. Там могут проводить расследование дел. У нас еще в порядке 1,5 года, это максимум. Но там могут и люди годами находиться в тюрьме, в СИЗО, грубо говоря, и пока следствие не разберется. Это до 3 лет доходит. Вот. И исходя из этого, следует, что, по моему мнению, действительно, мнение населения, и мнение тех людей, которые коснулось, эти проблемные вопросы, они могут привести к обращению внимания уже, скорее всего, наверное, тех экспертов и профессионалов в своей деятельности, для того, чтобы они обратили внимание уже как с доктринальной точки зрения к этим вопросам, так и с юридической точки зрения, для последующей, соответственно, внесения изменений, приведения его в законодательную сферу. Поэтому, действительно, собрание подобного рода и в целом говорить об этих вещах, я думаю, стоит, поскольку мы, как юристы, тоже понимаем, что система, она выглядит в той форме, какой прописано в законе. И, к сожалению, приходится применять с точки зрения защиты только творческий подход. Придумывать, как говорится, иные, скажем так, не то чтобы искать лазейки, а придумывать какие-то новые обстоятельства, которые позволяют пользоваться этим же аргументом и, соответственно, доказывать невиновность того или иного лица. Поэтому, учитывая все это, я думаю, что эти статьи, которые мы сегодня обсуждаем, они более такие, знаете, они крайне требуют разъяснений, и не только разъяснений, а понимания, в чем следует считать те или иные действия насильственными либо ненасильственными. Поэтому я считаю, что нужно будет продолжать в таком же духе, выражать более-менее это все на бумаге и правильно, потом действительно ставить под вопросом о внесении изменений в систему образования и в последующем, чтобы каких-либо таких подобных вопросов не возникало. Все, спасибо. Спасибо, Виктор Юрьевич. И разрешите предоставить слово тоже адвокату Слепцовой Александре Дмитриевне. Здравствуйте всем. Я по делу Местникова Максима Ивановича участвовала в суде
первой инстанции, то есть в рассмотрении дела городским судом. Далее участвовала в апелляционной инстанции, когда дело рассматривалось в Верховном суде. И, как вы знаете, приговор суда первой инстанции – это 14 лет лишения свободы, оставлено в силе. Но мы надежду не теряем. Сейчас подали кассационные жалобы. 3 адвоката, которые участвуем по этому делу, это Ольга Геннадьевна Мамаева, Надежда Давыдовна Неустроева и я. Мы все написали кассационные жалобы и очень надеемся, что 9-й кассационный суд, который находится в городе Владивостоке, во всем разберется. Данное уголовное дело в отношении Местникова Максима Ивановича изначально с момента предварительного следствия проводилось явно обвинительным уклоном, однобоко. Я приведу лишь один пример. Это по требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по окончании предварительного следствия следователь должен ознакомить обвиняемого со всеми материалами уголовного дела и разъяснить ему права. Этого сделано не было. Местникова Максима Ивановича с материалами дела не ознакомили, ему не разъяснили его права. Об этом в протоколе я лично сделала письменное замечание, и дело было направлено в суд. Я 100% была уверена, что только лишь на этом основании дело будет возвращено в стадию следствия. Однако этого сделано не было. Суд принял решение, что здесь никаких нарушений нет. И на протяжении всего суда неоднократно заявленные ходатайства со стороны защиты, ни одно ходатайство не было удовлетворено судом. И, как вы все знаете, приговор суда должен быть законным, обоснованным, справедливым. В данном случае приговор суда в отношении Местникова Максима Ивановича, он несправедливый, незаконный и необоснованный. Поэтому очень надеемся, что, как я уже говорила, разберется во всем кассационная инстанция, и приговор Якутского городского суда будет отменен. Будем бороться до конца. Что касается Максима Ивановича, я его знаю со школьной скамьи. Вот как здесь было сказано, что он чистейшей души человек. Кто-то сказал, что он святой человек. Я полностью согласна с этим. Такое выражение, как «чужая душа потемки», на Максима Ивановича не распространяется. Он человек открытой души. И то, что вот сейчас он осужден по такой мерзкой статье, это, конечно, очень-очень, мягко говоря, несправедливо и больно. Спасибо всем. Спасибо. Наши адвокаты тоже